Библия, Слово Божие, любители книг. Здравствуйте. С кем еще не успела поздороваться? С небольшой информационной минуточки, как всегда, мы без книг не можем. Библиотека, да? И Библия в один корень. Поэтому вот две по формату маленькие книжки, но достаточно интересные. Вот первую книгу у нас спрашивала читательница, и мы ее выписали, поэтому вам также рекомендую. Это архимандрит Наум Байбородин, это был духовником Троицы-Сергиевой Лавры. Очень интересное название «Кончина мира. Пророчество». Наверняка все этим сказано, да? Вот если посмотреть в аннотации, буквально несколько строк прочту. Священное Писание представляет последние времена сроком богоотступления, богозабвения, гордости, нераскаянности. Уже сегодня почва до проявления Антихриста достаточно подготовлена. Но вот задача этой книги – побудить человека к духовному возрождению, к духовной жизни. Советую, почитайте. Ну, и вот, скажем, то, что вот кончина мира, ну, навевает, да, такие вот, ну, сложные умственные заключения. Следующая книга. Как спастись. Как спастись, ее написал Инок Агапий, Ландос. Инок Агапий не наш современник, и даже не 20 века, не 19-го. Это 16 век. Он жил на Афоне, его учения переводились, он был в то время учителем, преподавателем, учителем, можно сказать, греческого языка. Много его печатали на греческом языке. И вот, наконец-то, издание, которое вышло на русском языке, его размышления «Как спастись». Тоже советую, рекомендую. Небольшие карманные книжки, очень легко, доступно читаются. Ну и вот новый совершенно журнал, не в плане нового, нет, журнал «Фома». Январский номер за этот год. Начинается у нас 24 год, он объявлен у нас годом семьи. И вот в этом январском номере Фомы есть очень интересная статья, на чем я хочу акцентировать. Длинно называется, прочту, да? Я послала сообщение не на тот номер и нашла мужа. Необыкновенная история любви священника и его жены. И вот тут как небольшая аннотация. Это любовь. Так называется специальный проект Фомы, в которой священнослужители и ее жены вспоминают о моменте, перевернувших их жизнь. Читайте эти истории. И вот первая история вот об этой семье. Батюшка служит в Крыму, батюшка Дмитрий, его супруга. Читайте, интересно очень. В каждом номере будет публиковаться новая история. Журнал книги можно взять домой. Отец Максим, вам слово. Все гости нашей сегодняшней встречи. Мы с вами продолжаем цикл бесед, знакомства с библейскими книгами. Все они у нас на слуху. Отец Дмитрий рад приветствовать. Отец Дмитрий сказал, что Исаия его любимая книга, Ветхого Завета, поэтому ваше присутствие тоже очень дорого. Мы сегодня с вами услышим множество строк, которые повторяются в Новом Завете. В Новом Завете на них ссылаются евангелисты. Исаия, пророк Исаия считается одним из 4 великих пророков. Великий и малый, это в смысле большой и маленький, в этом смысле лучший и худший. А в смысле большой и маленький. То есть по объему это довольно большая книга, почти 60 страниц. Есть малые пророки,
Иудея, Агей, Осия, Малахия, 12 малых пророков. Их книжки бывают 3-5 страниц объема, здесь вот около 60. Конечно, желательно читать самим. Вообще Библию надо почитать. Каждому человеку, христианину, который уже сознательно пришел к вере, надо постараться прочитать. Хотя, конечно, множество всего останется совсем непонятным или частично непонятным. Но читать надо, потому что будут вопросы, и на них будет ответ. И это будет приводить к более осознанной вере. Потому что если веру останавливать только на таком вот внешнем обрядовом восприятии, это тоже немало. То есть это тоже неплохо, но это на самом деле очень мало. А когда ты понимаешь глубину того, что происходит даже на обычной будничной литургии, то ты всем существом уже в ней участвуешь. И вот нам сейчас Елена Николаевна показала книжку «Как спастись». Собственно, ты спасаешься, то есть каешься, преображаешься, меняешься, освящаешься, воспринимаешь благодать Бога. Исаия жил в 8 веке до Рождества Христова. Начал он свое служение примерно в 20 лет. 20 лет. Это довольно молодой возраст. По еврейским законам, которые сохраняют свое частичное действие в наших канонах, священническое, пророческое, учительское служение обычно начиналось в 30 лет. То есть 20 лет это уже некое исключение, это некое такое особое призвание. И у нас тоже есть случаи, и священники, в том числе действующие в нашей епархии, которые буквально даже в 20 лет начинали, и уже священниками служить. Вот. Но это редкость, это все-таки необычное явление, там тоже есть свои сложности. Вот. А пророческое служение продолжалось около 40 лет. Может быть и более. Вот. О его кончине Библия сама ничего не сообщает, но предание, которое разделяется отцами церкви, говорит, что по повелению нечестивого царя Манассии он был предан мученической смерти, в частности перепилен деревянным. Вот. У него был дом, он был женат, у него были дети. Жену он тоже называют пророчицей. Чем занимался, непосредственно непонятно. Вот иногда бывает указание на то, что был священником, но это не подтвержденный факт. И вот я сейчас в руках держу один из 3 томов толковой Библии Александра Лопухина. Это наш профессор Духовной академии XIX века, библеист, хорошо знающий Библию. И вот он, правда, не погружается глубоко в духовные толкования, но вот что касается времени, места издания, вот это у него можно очень обстоятельно подчеркнуть. Вот. Я пролистал его предисловие книги и несколько моментов, не все, конечно, но несколько хотел бы озвучить. В основном таких поучительных, то есть из которых мы можем взять пользу для себя. Исаия свободен от всяких прирожений человеческого страха. И интересы людей всегда ставит ниже, чем требования вечной правды Божьей. Очень важно сегодня, потому что как-то стали говорить, что вот человек на первом месте, в том смысле, вот надо спросить, что он хочет. То есть главное это то, что вот нужно людям, интересно людям, ну как-то вот, как раз, по-моему, говорили, да, как бы подстраиваться под интересы людей. А тогда на заседании «Вера и культура» мы говорили о том, что интересам не всегда надо потакать. Они могут быть и низкими, они могут быть и развращенными. Вкусы надо воспитывать, надо поднимать. И назначение даже учреждения культуры, оно в этом состоит, а уж тем более церкви. И даже государство, кстати. Я вот недавно прочитал у одного учителя, литератора размышления о том, что демократия это на самом деле тоже такая нехристианская идея. Потому что демократия, она как раз смотрит на интересы народа, а народу, ну что нам, хлеба зрелищ. Да? А на самом деле, ну, в идеале, как бы, по устремленности должна быть теократия. То есть власть, она должна смотреть на Бога. Она должна смотреть на Бога. Она вот, как здесь сказано, на требования вечной правды Божьей. И по этим требованиям уже стремиться создавать общественную жизнь, принимать законы. Не так, как людям это хочется и нравится. Также родители, они тоже должны воспитывать по заповеди. Да? Они спрашивают детей бесконечно,
что вам хочется и что вам нравится. Еще следующая фраза очень важная. Не боясь обвинений в отсутствии патриотизма, он предсказывает языки отведения всего его потомства в плен вавилонский. Но сегодня по понятным причинам патриотизм снова на коне. Да, несколько лет назад мы уже как будто бы почти забыли об этом, потом потихонечку начали возрождать, ну а сейчас уже патриотизма так много, что как бы не оказалось слишком много. Иногда, когда слушаешь вот песни патриотические, честно сказать, становится страшновато. Мы не противники патриотизма как такового. Просто надо его, вот, эту тонкую грань найти, какой он должен быть, сообразуя свет. Поэтому, когда в песне звучит, что я люблю Родину больше всего, что нет для меня ничего дороже, чем, допустим, твои березки, твои песни, мне, честно сказать, становится страшновато, потому что больше всего мы должны, больше родителей собственных, мы должны любить Бога. Мы должны любить Бога. И вот он предсказывает такой неблагополучный исход, потому что об этом тоже как бы указывает сам промысел Божий. И также мы в отношении России мы тоже должны говорить, допустим, что да, мы ее, конечно, любим и трудимся для нее, и хотим, чтобы она была всегда, но если она будет жить вот так-то и так-то и так-то, то, значит, она будет отведена в плен вавилонский. А может исчезнет вовсе с лица земли, если не будет верить в правду Бога. Она существует, и она велика, потому что она в свое время обратилась к этой правде Божьей. Да. Люди научились быть кроткими, научились быть воздержанными, научились быть милосердными, научились быть молитвенными. Поэтому Господь и дал такую вот большую землю, победы, мир и безопасность. Будем дальше такими же христианами. И, глядишь, Господь отведет свой гнев, и дальше будет наша история великая и славная продолжаться. Не будем творить правду Божию, значит, все может быть. Великие империи побольше, чем Россия, рушились и падали. Вот. Я думаю, в этом это очень правильно. Еще в эту же тему. Внешние успехи, достигнутые Иофамом, это один из царей того периода, о котором пишет Исаия, не только не содействовали нравственному улучшению народа, а напротив, как предсказывал еще Моисей, внушили этому народу чувство гордости и дали возможность вести беззаботную и распущенную жизнь. Ничего не напоминаю. Внешние успехи, ну то есть успехи в военной сфере, успехи в экономике, успехи в науке, вот, они не только не способствовали, они еще наоборот внушили некую гордость, некое такое необоснованное превосходство и привели в реальность их распущенности. Да, мне вот почему-то не только американцы на память. Ну, хотя их тоже нет. Исаия обличал в правителях народа отсутствие правосудия, а в народе увеличившуюся распущенность нрава. Такой двойной грех. Мы недавно встретили цифру. У нас 60% населения говорит, что ему стыдно за свое государство. Вот, правда, данные где-то 10-15-летней давности. И по тому же самому вопросу только 10% сказали, что им стыдно за самих себя. То есть мы всегда склонны винить кого-то вне нас. Да? И это, на самом деле, конечно, государство, от него сложно или даже невозможно требовать святости. Но правды, хотя бы элементарной, пускай даже юридической правды, конечно, требовать надо. Юридическая правда. Вот правосудие, то есть суд без взяток, суд по чести, да? По совести, он является очень важным условием сохранения государства, народа. Потому что если судьи судят неправо, это один из великих грехов. Есть такие грехи, которые, знаете, они прямо разрушают жизнь. Когда обижают вдову, сироту, ростовщичество, да, и этот неправедный суд, это один из таких грехов. Царь был такой Езекия в те же времена. И его сначала окружали люди, мало понимавшие сущность теократического устройства еврейского государства.
Люди, которые мало понимали, что это государство, которое ходит под Богом. И они его склоняли к заключению союзов с иностранными государями. Об этом много говорится. Но под влиянием пророка Исаии Иезекииль утвердился в той мысли, что единая крепкая опора для его государства есть сам Иегова. Я, сущий. Ну, то есть Бог. Вот. Ну, для нас это, вот, по-моему, в сущности ничего не поменялось. То есть мы тоже должны понимать, что действительно хранимая Богом наша страна, наш народ. Да, что он в первую очередь должен ходить под Богом, исполнять его заповеди, а политическое все и вообще все время это второстепенно, это производно. Надо искать Царство Божие. Царство Божие. Что еще бы отметить? В эпоху Исаии иудейское и израильское царство, помните, оно было разделено, да, еврейский народ был разделен на два царства, почти всегда находились между собой во враждебных отношениях. И это, конечно, не могло не отразиться на печальной судьбе, которая сначала постигла царство израильское, а потом иудейское. То есть царство, разделившееся, не устоит. Сам Господь сказал. И вот мне эти слова с грустью всегда вспоминаются, когда я вижу вот какие-то раздоры, особенно в церкви. Понятно, в миру без них, наверное, никак. Но вот в церкви, когда, ну ладно, какие-то мелкие ссоры, а вот когда люди годами, знаете, как-то не общаются, бывает, друг с другом, какие-то носят обиды, какие-то вот выдвигают требования необоснованные, и лично понимая, что они являются христианами, что они ответственны за церковь, и вместе с тем допускают между собой такое разделение. Господь говорит, что если ты принесешь жертву жертвеннику, и вспомнишь, что против тебя кто-то имеет, может даже не вина, а просто вот против тебя, иди и помирись. То есть Богу настолько важно, чтобы мы были в единстве, что Он отказывается от жертвоприношения себе ради нашего единства. По толкованию святых Иоанна Златоуста. Поэтому думайте, пожалуйста, об этом. Если имеете между собой вот обиду на кого-то в приходе, с другого прихода, с чем бы она была связана? Какими бы там, пускай даже большими деньгами, или с какой-то прям попранной честью. Ну, знаете, например, человек говорит, нет, меня так оскорбили, меня перед всеми опозорили, ой, это такое унижение, вот пока перед всеми так же там не извиняться, вот не прощу. Вот пусть при всех так же всех соберут и, допустим, вот скажут так вот при всех, только так. А иначе нет. Ну, такие вот, знаете, слова прям вот упертые. Да прости уже, да отпусти, уже там 10 лет прошло, уже нечего там мусолить. Нет, вот я сказал, и так и отпустите. Если кто-то что-то подобное на кого-то держит, особенно в пределах церкви. А если ты отпустил, а тебе... Вот ты отпусти и все. И пойди, а человек не хочет, ты пойди и постарайся с ним помириться. А если я подходила, а сам человек... Ну, значит, подойди еще раз. А потом и третий раз. А потом вроде уже шла. Вот, значит, потихоньку стало тайное сердце, да? Вот, да, то есть вот это, эти уговоры, эти расспросы, они могут помочь. Я потому что говорю, иди и умоляй, то есть умоляй, даже если ты даже больше, если ты меньше виновен, да, а больше если даже больше виновен сам человек, все равно иди и умоляй, чтобы был мир. Столько это важно. Так, главы, по-моему, 40 по 65. Утешение народу израильскому ввиду ожидающего плена вавилонского. То есть есть такие, вот бывает промыслом Божьим идет какая-то кара, какой-то гнев, ее нельзя уже отменить. Недавно мы отмечали память ученика преподобного Сергия, по-моему, Никона Радонежского, да? И в его время как раз ему было открыто, что обитель будет разорена. Ладно. Он молился очень долго о том, чтобы Господь отменил это. Ему было открыто, что молитва услышана, но кара отменена не будет. Потому что так надо. Но возвышение обители после этого погрома, оно будет, то есть расцвет обители будет больше, чем прежде. Поэтому надо принять. Они подготовились, они вовремя ушли, там в лесах спрятались, обитель была разорена, они вернулись, отстроили, все было лучше прежде. То есть иногда вот действительно бывает гнев, который должен исполниться, который должен осуществиться. Вот здесь утешение.
Вот. Ввиду развращения народа пророку угрожает ему судом Божьим, исполнителями которого должны выступать языческие народы. Тоже очень примечательно в историческом отношении, что вот у Бога есть свой промысел, у него есть свои награды, у него есть свои наказания, а вот исполнителями этого могут выступать совершенно неожиданные лица. Это могут быть вовсе не Божьи служители, не святые люди, это могут быть вот язычники. То есть Господь, Он, не зря же мы называем его Вседержителем, потому что Он реально управляет всем миром. И даже человек какой-нибудь злодей, совершая свое злодейство и, конечно, там, допустим, отрицая Бога, а он не знает того, он исполняет промысел Божий. То есть Господь ему попускает это сделать, потому что так надо. Ну, допустим, кого-то вразумить, кого-то наказать. Здесь исполнителями выступает языческий народ. То есть язычники наказывают богоносцев. Замечательно, правда? Ну, для нас подобное случилось в 13 веке. В 13-14 веке с монголов в татарском веке. То есть это были тоже язычники, которые топтали нас богоносцев. Христов народ, христианский народ, который был крещен, но не просвещен, который как бы не оценил свое призвание, и вот Господь его такими путями воспитал. Французы, богоотступники, да, еретики, были такие. Вот, фашисты, немцы тоже большей частью еретики, отступники были такими наказателями. Поляки в свое время, ну, пожалуй. И вот при этом всем вдали рисуется новый властелин народа израильского. То есть в книге пророка Исаии вообще очень много политики. Очень много политики. Он постоянно упоминает каких-то царей, какие-то народы, с этими надо, с этими не надо, этого не бойтесь, а там от этих бегите. И все равно при этом всем рисуется новый властелин народа израильского Мессия, потомок Давида по плоти, но Бог по существу духовному. То есть вот эти все перипетии, но умей смотреть сквозь них, умей видеть главное. Сегодня мы тоже к этому призываем, особенно тех людей, которые никак не могут оторваться от новостей. Когда они смотрят новости, и прямо, знаете, вот им кажется, что если там, допустим, вот убрать, например, Зеленского, да, вот все проблемы решены. Ну почему вот его там не убьют, не уберут, там, или еще кого-нибудь, или в нашей власти говорят, ну вот этого человека смести, этого поставить, и все ведь изменится. А это для верующего человека понятно, что это просто передвижка, как бы фигура на шахматной доске, которая сути не меняет. Суть, она всегда в наших сердцах, она духовная, в наших отношениях с Богом. Вот там суть. Там суть. Вот, а об этом мы должны быть. В главах 24-27 речь идет о последнем судьбе над миром, о погибели его, что мир погибнет. Мы вообще должны это проповедовать, но когда люди, вот сегодня я разговаривал с человеком, он говорит, ну как это? Вот еще все вот это закончится, да. И что будет с людьми? Ну вот они воскреснут, встанут из земли. Он был в таком ошарашен, как из земли встанут. Ну я как мог постарался объяснить. То есть, а пророки еще даже до пришествия Христа, они говорили о погибели мира, о воскресении мертвых и о совершении спасения обещанного Израиля. И вот следующий абзац тоже очень важный, надо его целиком прочитать. И на этом мы почти закончим такой предварительный обзор книги. Я об этом уже немножко сказал. Если Исаия очень обстоятельно трактует о всех современных ему явлениях внутренней и внешней жизни народа, то есть он говорит о политике, говорит о нравах, но с другой стороны взор его с таким же интересом устремляется к отдаленному будущему, которое для него вовсе не разделено какой-либо неприходимой гранью от настоящего. То есть вот будущее и настоящее, почему пророки могли говорить о том, что будет когда-то? Иногда точно называли время так прикровенно, но точно прямо вот до года. А иногда неопределенно. То есть вот это будет, а когда будет, неизвестно не потому что тайна, а потому что не решено. Потому что зависит от нас. Но это обязательно будет. Вот будущее и настоящее, то есть на самом деле они связаны в одно такое целое. И пророк это вот, с одной стороны, это мудрый человек, который понимает это, который живет не суетным, а который живет духовно. Ну, а с другой стороны, конечно, профетис, да, то есть он вдохновенный, все-таки Дух Святой через него говорит. Помните, в символе веры мы говорим в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняем и славимо, глаголовшего пророки.
То есть через пророков говорил Дух Святой. Они иногда сами до конца не понимали, почему они это говорят. То есть есть некие слова, они их произносят, ну, конечно, не просто так вот, как бы бессознательно. Эти слова имеют отношение, ну, к каким-то вот событиям повседневной жизни, допустим, к сегодняшнему. И вместе с тем у этих слов сокровенный смысл, который вот надо записать, и он раскроется потом. И он раскроется потом. А были такие откровения, которые даже и сообщать нельзя. Вот. Вспомните, в книге Апокалипсис, это что же? Это единственная новозаветная пророческая книга. Там вот ему показывают, сказано, запиши, запиши. А потом сказано, а вот это не записывай. Не записывай в книге сии. То есть ему знать можно и нужно, а нам нет. И настоящее будущее является для него единым, непрерывно развивающимся целым. И все сходные между собой отношения и явления, и текущие, и имеющие еще наступить жизнь, представляются его пророческому взору, как бы отражающимися в одно и то же время на одном громадном световом экране. То есть они являются вместе, и идет часто как бы такой перископ с одного на другое. То есть говорилось о прошлом, потом сразу о будущем, потом еще более отдаленном будущем, потом без всякого перехода о настоящем. То есть вот так время скачет. В книге Апокалипсис то же самое. То есть вот он видит картину, он говорит, и видел я, и видел я, и видел я. И вот он описывает картины будущего, а потом без всякого перехода, и видел я, и он описывает падение дьявола с неба, которое произошло вообще еще до сотворения людей. Вот без всякого перехода. Потому Бог же вне времени, да, то есть у него все эти события, они действительно являются одним целым, одной картиной. Вот. Кстати, в своей жизни можно отсюда взять такой урок. Вот с нами происходят некоторые перипетии, и человек бывает ропщет, как бы говорит, не знаю, что такое, жил и жил, жил себе спокойно и жил, а тут вот это, потом то, потом посыпалось, потом началось, что со мной происходит, я не знаю. Вот. А на самом деле это может быть, ты на верном пути. То есть ты сделал шаг к Богу, и на тебя посыпалось, то есть Господь из тебя что-то делает, и ты сейчас не понимаешь, почему там, допустим, ты потерял эту работу, или оказался в этом городе, или у тебя какие-то семейные там неурядицы. Ты сейчас это не понимаешь. Но потом, вот оглядывая свою жизнь, даже может не с конца, а просто вот какой-то отрезок жизни, скажешь, как это все было нужно, правильно, своевременно, и вот ни больше, ни меньше, ни отнять, ни прибавить. Вот прямо, ну, вот у меня, например, точно такие были моменты. Становилось понятно, да, Господи, ты был со мной. Ну, известная притча, да, о двух полосках следов. Господь на самом деле с нами. Ну, разумеется, да. Исчезают перед ними громадные пространства, на самом деле отделяющие одно явление от другого. То есть, как бы и пространственные. Вообще люди изначально в лице Адама, они были так созданы, человек был владыкой мира. Он знал тайны мира, он знал и, естественно, и настоящее, отчасти будущее, знал жизнь растений, животных, давал имена, то есть он вот был таким, ну, не всеведущим, конечно, абсолютно, но многоведущим. И сегодня тоже вот человек спросил, про ясновидение, говорит, что это за свойство такое, вот ясновидение? В принципе, это изначальная способность человека, изначально. Просто мы стали злы, и она у нас запечатана. Она запечатана Богом, потому что мы бы ее использовали не на благо. Вот. А у кого-то она природная, ну так, чуть более развита, она у нас у всех есть. Кто-то ее искусственно какими-то там чакрами там развивает. Этого делать, конечно, категорически нельзя. А некоторым людям Господь возвращает эту способность через святую жизнь. Это получается прозорливые. Прозорливые старцы, как я понимаю, это люди, у которых через покаяние, через воздержание, через жизнь по заповедям Христовым эта способность восстановилась, открылась, но уже благодатным образом, то есть на пользу людям, на служение людям. И они в церкви, если скажут, вот там экстрасенсы, там то мы скажем, так у нас все то же самое есть. Только это во имя Божие, это не во имя там заработка, как у некоторых экстрасенсов, да, и не во имя там просто даже как бы помощи людям. Это во славу Божию. Ну, это, допустим, блаженная Матронушка, там, блаженная Ксенюшка. Ну вот, это такой обзор книги. Может быть, у вас возникли какие-нибудь вопросы промежуточные? Да, да. Например, смотрите, мы сейчас с вами о политике мне говорили, например, про родителей, да? Если брать фигуру
Ну, вы нас призываете к мысли все время к оценкам каким-то, да? И нашим собственным мнением мы должны же думать и оценивать его с точки зрения чиновника. Вот это первое. И вот взять фигуру. Совершенно неоднозначная фигура. Но ведь это промысел тоже Божий. Для России это такой правитель, который был нужен в определенное время. Но он ведь и суд вершил неправый, и все всяческих много совершал. Но это же великая фигура. Для России это вообще фигура, ну, та, на которую мы равняемся, которую однозначно историки все время оценивают только в положительном смысле. Вот, к сожалению, что в основном в положительном. Да, в положительном Вот, к смысле. сожалению. Вы ведь на него ориентируетесь. Ну, потому что мало думает о духовном. Мало думает о духовном. А в наших церковных учебниках его фигура трактуется практически в отрицательном смысле. Да, потому что и синодальная система, подчинение церкви государству. Ну, были, конечно, успехи в сфере миссионерства и духовного образования, все-таки 19 век много дал. Вот именно неоднозначно, это противоречиво, и плюсы и минусы. Вот почему Господь попустил? Ну, значит, действительно, таков путь Божий. Понять его, это ты свою жизнь когда думаешь, разгадать не можешь. А судьбы страны... Ну, значит, мне так кажется, что, значит, если он попустил, если он был нужен в это время, это как раз вот это его великое было дело, России все-таки поднять на какой-то уровень что-то. Ну, конечно, да. Но поднять, мы же всегда Ну, не рассуждаем. поднять, но, скажем, вывести ее из чего-то. Да, Чего-то, но у Бога всегда есть только одна конечная цель. да. Это спасение мира, то есть в виде церкви. Вот Бог, Он свою невесту, церковь это невеста. И Он свою невесту ведет к браку, то есть к конечному воцарению в Иерусалиме. Ведет разными путями. Они настолько сложны, что нам их постичь очень сложно. Там переплетается судьба не только нашей страны, а вообще судьбы мира, не только настоящей, но и грядущей. И Господь имеет в виду именно вот это, то есть торжество церкви. Торжество церкви. Оно иногда совершается через унижение. Так же, как слава Христа явилась через его распятие. Кенозис, так называемый, то есть умоление, смирение. Потому что сила Божья в немощи совершается. Господь попускает церковь то возвеличиться, расцвести прямо в таком вот явном отношении, а тогда наоборот быть гонимым. Вот. И все это нужно, все это необходимо. Итог мы видим, то однозначно прошло 300 лет, да, с тех времен церковь живет, причем она находится, я бы сейчас сказал, в одном из лучших положений за всю практически тысячелетие России, в одном из лучших положений. Именно с точки зрения церковной, с точки зрения самой России, с точки зрения самой церкви, даже ее отношений с государством. Вот. Но разве это промысел Божий, который попустил эту синодальную систему, которая потом рухнула. Как только она рухнула, как только восстановили патриаршество, тут же рухнула следом вообще царская Россия целиком. Начались жесточайшие гонения. Церковь очень мужественно, очень достойно прошла. За каких-то 70 лет, жалкие по историческим меркам, рухнула невероятно могучая Советская империя, которая в космос полетела, фашизм победила. Она тоже ушла как-то, как прах, разметаемый с дороги, да. И она ушла. Но сейчас вот 30 лет другая Россия, она, наверное, не вечна, вот этот уклад, в котором мы живем. А церковь, она как корабль, она, конечно, по этим волнам качается, но она живет. И мы должны смотреть на это, мы должны, чтобы понять промысел Божий, сказать: Господи, вот надо же, Ты нам за это время дал Японию сделать православной. Ну, сегодня в конце 19 века, да, в Японии появилась православная церковь. Ты дал нам старчество расцвести в 19 веке. Ты дал нам таких святителей, как Филарет Московский, Феофан Затворник и Игнатий Причининов. Вот. Ты дал нам такой сон новомучеников и исповедников. Ты дал нам прекрасное духовное образование, богословскую науку. Вот. И много-много еще чего-то нам дал. А уж что за этим стояло, какое сумма? Ну, селяви, такова жизнь. Войны, конечно, не без этого. Не без этого. Мы научились. Просто я пока знала культура, слушаю Мединского. Ну, писатель, историк, у него очень, с его слова очень много оценок исторических. И именно он ведь рассматривает фигуры, которые имели какую-то роль играют на пространстве России и на пространстве управления Россией. И он ведь является советником президента. Ну да. И, конечно, очень сложно, например, в этой ситуации оставаться еще при своем мнении. Вот, вы знаете, это какой-то призыв такой, который практически не осуществим сегодня, потому что кому верить тогда, как верить?
что люди пишут, и люди дают оценки историческим событиям, а ты вот кто такой малый в своем Ну, понимании. старцы говорят, знай себя, да и будешь себя. Да, то есть мы должны, конечно, послушать, посмотреть, поучиться и где-то аккуратненько порассуждать, но в оценках всегда быть очень осторожными, зная, что, как Господь говорит, ваши суды не мои суды, ваши пути не мои пути. Мы в любом случае ошибемся. Мы в любом случае, вот, все скажем правильно, а в чем-то будем неправы. Вот. И поэтому лучше так вот выразиться осторожненько, смиренненько. Потом низшие и высшие же не судят. Понимаете, правители это всегда, даже самые нечестивые правители, это особая категория. Они всегда у Бога на особом счету. Да, сердце правителя в руках у Господа, помните, да? Он его ожидает, много доносит и много спросится. У них особые тоже свои мысли, свои промыслы. Они знают то, что мы не знаем, даже в принципе мы не знаем. Хоть мы все новости пересмотрим, мы этого не знаем. У них такие, да, у них власть, у них, естественно, особые условия жизни. Вот. И поэтому нам рассуждать о том, почему Петр I или Владимир Путин или кто другой поступает так или иначе, ну, это как вот 3-летний ребенок будет оценивать действия родителей, которые, например, переехали с одного района в другой. Ну, ему это нравится, и наоборот не нравится. Но родители же не могут малышу объяснить все свои соображения, в том числе свои планы относительно его будущего. Он просто их даже не поймет. Поэтому объяснять бессмысленно, слушай все. А также и мы рассуждать о том, что выше нашего, лучше. Всякая власть Бога. Ну и это тоже, да. Самое лучшее просто попытаться думать. Думать и думать вот от Библии, да, от И Бога. ожидать, что к чему это приведет твои мысли об оценке. Да, да. Но хорошо говорят англичане, думай глобально, действуй локально. Да. Вот ты услышал, подумал, и конечной точкой любых вот этих размышлений о судьбах страны, мира и так далее, всегда должен быть возврат к себе. Я что должен делать на своем месте? Как мирянин, как священник, как руководитель. Что я должен делать, чтобы мне вот в этот процесс Божьего домостроительства, чтобы мне в него включиться? Чтобы я не только, понятно, наша задача номер 1 это спасать себя, спасать свою душу, но задача номер 2 все-таки послужить и светом миру. Да. То есть исполнить замысел Божий о нас. Вот, что я должен сказать, что я должен осуществить, как я должен воспитать своих детей. Может быть, я что-то должен сделать для государственного или вообще общественного дела. Ну, естественно, для церковного тоже. Мы же в церкви не просто так рядовые, знаете, присутствующие. Каждый из нас для Бога в церкви бесконечно ценен. Просто роли у всех разные. Ну, и мерила тоже. И требования разные. Да. Вот к этому надо всегда возвращаться, сказать. Так, ну что, переходим к самому тексту книги. Он вам должен быть знаком отчасти, потому что мы его читаем языком Господа. Не полностью, не целиком, но напомню, да, что книгу пророка Исаии мы читаем языком Господа. Такая уже трепетная фраза: «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». Слушайте небеса, то есть Слово Божие, оно и к небесам обращено. Там тоже своя жизнь нам большей частью неведомая, там святые люди, там ангелы, вот, там тоже битвы на самом деле происходят. Та же битва, когда дьявол свержен, это же битва архангела. И внимай земля, земля это земная церковь, вообще все живущие на земле. Внимай земля, внимай земля. Призыв к покаянию. Сегодня неделя по Богоявлению. Вспоминаем, что Христос продолжает слова о покаянии, да, которые начал Иоанн Предтеча за полгода. И вот так же и здесь. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. То есть мало не грешить. Иногда спрашивает человек: ну как мне победить этот грех? Как мне не грешить? Вот как мне не осуждать? А это мало. И даже, может быть, невозможно просто не грешить. Грех – это ведь недостаток, грех – это уклонение. Чтобы не грешить, надо делать добро, противоположное греху. Да? То, что потеряно, то, что разрушено. Делай добро, и грех отпадет сам собой. Как стать не жадным, как стать не свеколюбивым?
Просто перестать быть жадным, наверное, практически невозможно. Через милосердие. Научись раздавать деньги. Вот с пятачков начиная, с монеток начиная, потом ты полюбишь это. Потом скажешь, да зачем мне эти деньги вообще? Если так приятно, так сладко их раздавать, видеть, как они идут на пользу людям, так я и вообще все раздам. Да я еще и свое сниму, я отдам. И только так ты победишь жадность. И вот здесь и говорится, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. То есть вдову надо не только не обижать, а еще надо за нее вступаться, защищать, то есть, ходатайствовать, да, вот прямо, может найти даже ее, предложить помощь. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отвлечетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Вот эти строчки мы иногда в пересказе говорим людям, которые не верят в покаяние. Кто говорит, да я бы рад, но, знаете, уже столько грехов, уже все. Уже буду так дальше жить, слишком страшно, слишком много, я не верю, это невозможно простить. И про других говорят. Ну ладно, я, в принципе, такого ничего не сделал, а вот этот вот человек, он там 20, допустим, там убил, в тюрьме сидел, маньяк, неужели его вот Бог простит? Вы знаете, не только может быть простить, а может он еще будет вас судить на страшном суде. Почему? Потому что вы такой самоуверенный, вот вы говорите, я детей воспитал, я никого не обокрал, но вы к Богу-то не идете. А вот этот человек, он тяжкий грешник, но он же может осознать, он может такой святости достичь через смирение и всего лишь пример. Поэтому придите. Вот призыв к покаянию. Поникнут гордые, 2 глава. Это так выборочно, конечно, выборочными стихами. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится. И один Господь будет высок в тот день. В принципе, это нам понятно. Это уже со школы мы все знаем, да? Не хвастайся, не гордись, никто не любит выскочек, потому что у нас в менталитете народа. Кстати, вот американцы говорят, очень любят, у них одна из таких жизненных целей это попасть на ток-шоу. Я не знаю, может, конечно, насколько это правда, но рассказываю, что вот попасть где-то вот так вот прямо просветиться на широкую аудиторию, это вот у них такая цель. У нас все-таки это как-то считается, что гордость это плохо. Один Господь будет велик в тот день. Христос воскреснет, и от него вся слава будет от него. Важное пророчество. Пойдут многие народы, что и произошло после Пятидесятницы, и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. То есть еврейский народ, Иерусалим, Сион, это источник закона, то есть Божьего откровения. Но придут многие народы. Как бы мимоходом написано, но пророчество же было, что не только помните, как тяжело было иудеям принять, вот что, как много апостол Павел писал, да, что закон это педагог, это водитель, что язычников надо привлекать, что вот и для них тоже спасение. А им же было, как это, язычники, там вел в храм, ты вел, не обрезан, ты ел с необрезанным, как ты мог? Как тяжело это было доказать. А вот пророчество было. Вот, еще прямо это крылатая фраза, такая, можно сказать, показательная. Вот Господь Саваоф отнимет у Иерусалима Иуды посох и трость. И тут дальше там отнимет то и то и то. Это признаки отхождения милости Божией от людей. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. Похоже, правда? У нас сегодня вообще часто дети это начальники. Даже в семье. Вот ребенок это все, вокруг него все вращается. Как он скажет, таким. Вот. Но и в буквальном смысле, вот когда молодые, неопытные начинают командовать,
Ну, помните, когда вот Сергея Кириенко назначили, не знаю, как он сейчас, а тогда вот все были, как это поставили, такого, да, молодой, неопытный, ничего не знает, а дров поломает. Вот. Это, ну вот да, это может быть показатель. А это же еще было при Борисе Николаевиче, да. Вот. Когда у нас тут министра тоже назначили 20 или 21 год, 23 года, тоже шуму было, как так? Нет, ну, хотя говорят, неплохой был министр, да, но имен не называем, но просто сам факт, то есть я помню, кто-то из таких вот выдающихся деятелей культуры говорит, слушайте, но какие-то границы же должны быть. Это мы все так думаем. Да. Ну, нет, сейчас Евгений о том, что попустил, как раз и попустил. То есть отрока вначале за что попустил? Ну, за какой-то нечистие. То есть отошла на службу. Хотя, с другой стороны, нельзя забывать еще одну строчку из Библии, что мудрость не в сединах старости исчисляется. На самом деле, если человек Божий, если он живет в законе Божьем, как говорит царь Давид в 118-м псалме мы читаем, он говорит, я умудрился больше учителей своих, потому что в законе твоем ходили. То есть, если человек живет в законе Божьем, тут уже возраст на втором месте. Тут уже человек может знать больше. И в 20, и в 30 лет может знать больше человека, и в 50, и 60. Потому что он знает, да, он знает пути Божьи, он знает судьбу Божью. Ощущение, что я вас прерываю, Да. что вот этот пример, который последний привели по поводу 23 года вместе, по прошествию уже даже было не сравнение. У меня на Евангелии 13 месте, у меня 13. Сравнение. Совершенно не Божье и все такое. Но ведь какой-то такой был прорыв. Примерно. Я помню, да, вы рассказывали, я тогда спросил вас, и вы как-то хвалили очень, что вот так. Даже не то, что хвалила, а он нас инициировал, что вот это должно вот, даже можно вот так вот двигать и думать надо, когда ты что-то преобразуешь, двигать вперед, очень сильно вперед. Возможно. Я думаю, что есть исключения. Это правда есть исключения, но иногда я вот этот принцип вижу прямо, знаете, черным по белому. Вот отроки начальника, и все как-то шило до победы. Ну да, это. Все не так, как надо. Ну, в медицине, допустим, главный врач республиканской больницы молодой. Ну, Ладно бы молодой, а ведь ну, действительно неопытный, действительно не понимающий. И думаешь, ну как, почему это такое? Как слепой. Ну, не видишь, что делать. Читаем дальше. Да? Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю. Так что другими остается место, как будто вы одни поселены на земле. Это о жадности. О жадности, да? О присвоении чужих сокровищ. Напомню, что главное содержание пророческих книг – это не столько нравственное, сколько духовное. Духовное – это вера в Спасителя, это вера в Христа. И вот здесь говорится о том, и тут вот такие строчки неожиданные. В тот день, ну это о будущем он говорит, отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме. Тут даже о явлении Святого Духа. Сотворит Господь облако и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров. Это о Христе. Отрасль Господа – это Христос. То есть Он отрасль, Он как бы отросток Господа. То есть Он Бог, да, Он Сын Божий, родившийся от Господа. И Он же называется, смотрите, плод земли. То есть, земля – это кто-то мы, земля. Люди – это земля, потому что мы питаемся землей. Да? Земля ты и в землю отойдешь. Поэтому Христос, Он одновременно от земли, то есть от людей, Сын человеческий, и одновременно Сын Божий. Так вот, приховенно, да, не открытым текстом, но можно найти. 6 глава, видение Бога. Если кто-то спрашивает вас, а что ты вот ходишь туда? Ты что, видел Бога? Мы должны смело, никогда не смущаясь, говорить, ты, конечно, видел.
Потому что в первую очередь мы видели сердце. Вера, благодать сердца – это видение. Сердце лучше видит, чем глаза. Глаза могут ошибиться. Сердце может быть лучше, хотя тоже иногда ошибается. Если мы уверовали, если мы пошли по искренней вере, значит мы видим. Мы видим, конечно, видим. И объяснить, что это значит. А если человек спросит, вот оно что, а глазами что? Сказать, глазами я не видел. Но много есть тех, кто видел глазами. У нас их много. Вот, пожалуйста, 6 глава, это видение. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и храяризы его наполняли весь храм». Ну, тут, конечно, все это толкуется, что такое храяриз и так далее. Вот. Тут указание на троечность лиц. «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф». Поем на да. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И смелая фраза. И я сказал: вот я, пошли меня. Иногда вот надо так говорить. Господи, вот я, пошли меня. Вот ты молишься и переживаешь о том, что это не делается, то не так, вот, что-то вот. Ну, хотелось бы улучшить, особенно в церкви. А Господь говорит: да я бы рад, а люди-то где? Ведь надо уметь сказать: Господи, ну вот я, вот пошли меня. Давай я возьмусь. Некому воскресную школу вести, дети там, никто их не учит закону Божьему. Давай я возьмусь. Да, я отказываюсь от своих воскресных дней, как говорится, почти навсегда. Да, воскресенье теперь для меня будет днем занятий с детьми. Но если некому, так вот, пошли меня. То есть надо браться за дела, на самом деле, вызываться вот на это служение. Вот. Или те же дети-сироты, например, да, вот мы зовем постоянно. Может, сожмется, кто-то сейчас скажет: ну что такое, почему там дети в детских домах? Вот я недавно посчитал на глазок, у нас в республике примерно на 1000 семей, нет, на 1000 человек примерно один ребенок без попечения родителей. На 1000 человек. И вот все-таки грустно о том, что даже на 1000 вот, не находится. Все хотят маленькие, все хотят здоровенькие. А другие дети, это что же дети? Тоже надо забрать, так сказать. Они все мечтают, они все ждут, пока я разберу по себе. Все, на самом деле. Тоже надо забрать. А у нас не хватает. Мы тоже, так сказать, Господи, ну вот я. Почему бы не я? Вот я, пошли меня, давай я возьмусь. Это что же Божье дело? Ну, все, наверное, надо немножко ускорить чтение, чтобы перейти к вашим вопросам. Вот именно пророчество о Христе надо... 11 глава, очень важно, пророчество о Христе. Опять отрасль. Произойдет отрасль от корня Иисеева. Иисей — это ведь отец, это же сын Давида. Да? Отец Давида. Отец Давида. Нет, Соломон сын Давида, Иисей, отец Давида. И ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И духом уст своих убьет нечестивого. То есть одновременно о земном служении Христа, да, о его помощи вот, бедным, страдающим, и сразу такой переход: и духом уст убьет нечестивого. То есть это уже апокалипсис. Когда есть Христос, он убьет антихриста духом уст. И будет припоясанным чрест его правдой, и припоясанным бедра его истину. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись медведицу, и детеныши будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому. Да, слушайте внимательно. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как волны наполняют море. Вопрос: о чем идет речь? Вот это волк с ягненком, барс с козленком, теленок, молодой лев будут вместе. Вот что это значит? Это же пророческая книга. Это же надо как-то объяснить. Или это так просто аллегорически для красного словца?
Кстати, все эти виды животных, они толкуются и конкретно. То есть что-то обозначает вол, что-то обозначает вот, ягненок конкретно. Но вот сам факт, что они вместе, это что? Ну, это, наверное, уже новая земля, Царство Небесное. Новый Иерусалим. Почти близко. Как было в раю же не было хищников. Ага, близко, еще теснее. Нет, так это же можно и как бы при жизни сделать, да? Ну, как Серафим Саровский там кормил медведя, они его не ели. И это тоже, Сергей Радович, и это который тоже да, был, да, он ходил по 30 километров. Воссоединить человека с природой, что природа уже не враждует с Как человеком. вначале было, да? Я вот слышал такое, что как бы животные, они, то есть вот эта деградация, она от человека стартует. Да. То есть если человек настолько грешный, злой и вот нехороший, то и животные такие же, как бы, ну, оно вот... Земля проклята за нас. Земля проклята за нас. И то, что вражда есть в природе, конкуренция, вот эта пресловутая в природе, это следствие нашего грехопадения. Поэтому тварь стенает и мучается даны. Вот. И у Иринея Леонского есть пророчество о том, что вот в будущем веке, то есть в Новом Иерусалиме, и животное царство будет, и оно будет в таком вот мире. То есть примиряться животные между собой. Да, как в раю. Как в раю. Но не у всех. Это вот именно вот у него такое, прямо мало кто об этом говорит. Большинство святых отцов однозначно это место толкует. Ну, он тоже толкует в другом смысле. Он говорит, и это тоже будет. А в каком смысле большинство святых отцов толкует это? О чем они говорят? Аллегорически. Единение. Не с природой, это речь идет о церкви. О церкви. Что в церкви соединятся разные люди. Не будет ни вражды, ни Да, будет мир, согласие, любовь. Разные народы. Все Разные народы. соединятся в любви. Варвары, там, необразованные народы, воинственные народы, там, жадные народы и так далее. Они все будут вместе. То есть будет не один народ в церкви, а будут разные народы. Соединение любви всех. Да. Радости, любви. И даже в приходе. Вот я хочу на это обратить ваше внимание. Потому что вот в наших приходах есть разные люди. Есть люди высокообразованные. Есть люди, которые даже 9 классов не закончили. Есть люди богатые, которые там денег не считают. Есть люди, для которых вот 200 рублей это чуть ли не на неделю жить. Вот. Есть люди психически неуравновешенные, есть наоборот очень устойчивые. В общем, мы все разные, мы все вот эти вот коровы и медведицы. Кто-то вечно. Да, надо терпеть, надо уступать, надо принимать, надо соединяться. Вот. И мы все причащаемся от одной чаши. То есть высокопоставленные люди. В церкви их должность уже, она как бы сохраняется, но она имеет мало значения. Вот. И они стоят вот, на самом деле вместе, ну, может, там, со вчерашним уголовником. И вместе подходят на исповедь друг за другом, вместе идут чаши. Это ведь, на самом деле очень далеко. Где вот так вот в миру вы увидите? Конечно, правитель тоже встречается там с преступником, но как встречается? Он так, знаете, как-то отдаленно. Да. А тут получается все вместе. Перед Богом все равно. Ну вот это вот посыл. Девятнадцатая глава. Пророчество о Египте. Вот Господь воссидит на облаке легком и гребет в Египет. Потрясутся от лица его идолы египетские, сердце Египта растает в нем. Знакомо, да? Евангелие от Матфея. И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих, то
то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Где мы эти слова слышим? Ну, это Христос повторял в Евангелии. Цитирую, да, цитирую, буквально повторяю. Потом в русском народе пошла поговорка, что захочет Бог наказать, лишит разума. Снимать разум. Да. И грехи, в том числе предоверие, ведут к помрачению разума. Что такое предоверие? Предоверие – это когда человек, ну почему, у нас это очень распространенный грех. Ну, то есть, когда ты надеешься на то, что действует внешняя форма, вот ты выполняешь обряд, отстоял службу, формально отбыл пост. Ну, то есть, там мясного ничего не съел. Да, да, ты надеешься, что ты вот выполнил, и оно, пришел на беседу перед священником, ну, пришел, посидел. То есть, формально выполнил, а без внутреннего содержания. Как это? Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и Господу не прибегают. Надежда на силу, на оружие без упования на веру. В 38 главе изменение помысла Божия. К Иезекии приходит Исаия и говорит: сделай завещание, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Иезекия отворачивается лицом к стене и молится и говорит: Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Иезекия сильно. И Господь опять говорит Исаии: пойди к Иезекии и скажи: я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои, и вот я прибавил к дням Твоим 15 лет. Господь напрямую открывает свой промысел, что ты умрешь, но за слезы, за покаяние отодвигает на 15 лет. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог наш. Я помню, мне один священник пожилой такой говорит: не запугивай людей, ты так все запугиваешь. Утешаем, утешаем. Утешать мы должны, конечно, не просто так, ну ничего страшного, да, а утешать чем? Надежда на Господа. Даже вот придет, например, человек, вот действительно все сгорело, все потерял. Ты утешаешь: ну что ж ты, смысл жизни же не в этом, да, а в небесном царстве, то есть спасение. Христос же, ты же и со Христом, ты же пока еще вот разум. Этим надо утешать. Если значит, кто в этих больницах лежат, они разум решили, значит, это Бог наказал? По-разному. По-разному. Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, 49 глава. Где мы эти слова? Второе послание Коринфянам, апостол Павел. Видите, выпускники нашего духовного училища. Все знаем. С вами тоже надо поступать. Все поступают. Мы все будем знать. И что вот, да, и апостол Павел, он повторяет эти слова, и как их продолжает, как их комментирует. Сегодня день спасения, сегодня время благоприятное. Отлично. То есть начиная спасаться, начиная каяться. Вот у нас сегодня тоже день спасения. Сегодня Мы день сидим тут. спасения. Да. Поэтому все, когда человек говорит: ой, сейчас не вовремя, сейчас не время, сейчас вот дети вырастут, вот сейчас дом достроим, вот сейчас со здоровьем разберусь, потом. Поздно будет. Сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. В любых обстоятельствах, с любым здоровьем, с любым количеством. Но эти строчки нельзя не прочитать. Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, вкушайте благо, душа ваша насладится туком. Клоните ухо ваше, придите ко мне, послушайте, жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанной Давиду. Возвеселись, 55-54 глава, возвеселись неплодные, не рождающие, воскликни и возгласи не мучившиеся родами, потому что у оставленных гораздо более детей, нежели у имеющих мужа.
Прощение Господне. Прощение Господне. Идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте. 53 глава самая потрясающая. Самая потрясающая. Мне кажется, ее, наверное, надо просто целиком прочитать. Кто знает, почитайте 53 главу, пожалуйста, и прокомментируйте. Ветхозаветное Евангелие. Да, такое прям вот 53, потом 61, наверное, и на этом. Прочитайте нам. Сейчас, я вам сейчас дам. Ага. Давайте 53 и 61. 53 глава. Ее надо просто без перерыва прочитать целиком от начала до конца. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он зашел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезней, и мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражен, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден был на заколение, и как агнец, престригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст своих. От уст и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, и Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться в Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам Ему часть между великими и сильными, будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих, и за преступление сделался ходатаем. Тут речь идет, конечно, о Христе, о Господе нашем Иисусе Христе. И это одно из тех мест, почему Исаия называют ветхозаветным евангелистом. То есть все тут сказано, в принципе, даже человек, может быть, не посвященный, поймет, что речь идет о Христе, что Он уподобился во всем нам, кроме греха, во всей полноте. Не было лжи в устах. Безгрешность Христа, не издогнута в нашей вере, непорочность Христа. То есть во всем, в принципе, все, что вот каждый человек испытывает, боль, страх, страдания, он, в общем-то, всему подчинился. Но добровольно. Мы страдаем здесь, так сказать, по природе нашей, а Христос это сделал для того, чтобы каждому из нас помочь из этого круга выйти порочного. Так понимаешь? Взял на себя, мы думали, что Он был поражен Богом, но Он страдал за беззаконие наше. То есть это взаимосвязанность людей, что Бог возложил на него людей. Мне кажется, если здесь по главе почитать, эта мысль повторяется раз 10 разными словами. То, что да, на Него возложены наши грехи. Ну вот 7 или 10 раз точно повторяется. Теория искупления, так называемая. Ему назначили гроб со злодеями, с разбойниками, но он погребен у богатых.
И к злодеям причтен был, тоже цитируется в Евангелии. Раб мой оправдает многих. Раб называется рабом. Рабом, да, отрок. Раб, в смысле, как бы ребенок, да, раб это же ребенок, это же отрок, сын. Все мы блуждали как овцы, все мы блуждали как овцы, всеобщая испорченность людей, да, всеобщая поврежденность наша. Но историки говорят, что перед приходом Иисуса Христа вообще в таком пессимизме вообще человечество пребывало. Язычники тоже чувствовали, что что-то должно случиться. Вот. И даже тот разврат, который, в общем-то, наполнил римские дома, он, в общем-то, мало внутри своих веселил. Это все чувствовали даже язычники, что какое-то грядет изменение. Святитель Василий Кинешевского хорошо написано. Чувствуем состояние. Мы уже это сейчас чувствуем. Это сейчас чувствую. А тоже посмотрите, вот, вроде бы, иногда как бы нам говорят, да что вы там в церкви, чем вы там живете, что у вас интересно. А иногда можно как бы посмотреть методом аттрактивно, сказать, ну хорошо, покажите мне человека вне церкви, вот, который прямо, знаете, вот счастливый, гармоничный, развитый, такой вот богатый, покажите мне. И чтобы он сказал, нет, я совершенно вне церкви. Покажите. Ну, может быть и есть, но таких людей очень мало. А часто человек, вчера мы там общались, человек вне церкви, то есть человек прекрасный дом, до гвоздика все сделано своими руками, жена, 2 детей, работа, все будет успешно. Единственное, что человек сознательно отверг веру. И все потерял. То есть разбитая душа, разбитая жизнь, потерянная семья, отобранный дом. 55 глава, она цитировалась. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? То есть человек купил, вот за этой Ты ценой. вкладываешь во что-то, но оно не хлеб, то есть это не жизнь, это вот не благодать. Насыщает. Да. И трудовое свое за то, что не насыщает. То есть получается, что... То есть не сейте в плоти, сейте в плоти, пожнете. Физически только пожалуйста. Да. Но нет, не только, тут слишком примитивно так. Человек все-таки, говорят, вот человек предался грубым страстям. Но у человека еще и душевная составляющая. Духовно. Да, но вот есть люди, которые там музыкой увлечены, культурой, но там нет духа. Тут человек все-таки более сложно устроен. Но шансон он живет как бы в греху, если он приказ страстями. Понятно, что грех это в нашем понимании, что такое грубое такое, вот знаете, а тут все намного тоньше может быть. Грех это может быть упущенное. Грех это как болезнь, а не как... Но оно может и не так бросаться. То есть грех это не обязательно, там, знаете, убил, украл, убил. Грех это может быть вполне благополучная жизнь. Просто жизнь мимо Бога, жизнь не для Бога, жизнь без Бога. Это, и вот 61 главу, давайте вот завершение прочитаем. Вот здесь вот до конца есть. Послушайте внимательно сейчас. Дух Господа, Бога моего на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дается украшение, дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Это место цитируется самим Господом. Да, 15 глава, когда он в синагогу пришел. Это одно из любимых мест у меня, например. Это наши святые, да, вот прямо сильными правдой, насаждением Господа во славу. Иногда читаешь житие святого, аж прямо поражаешься, ну неужели вот это вот мог человек, вот, знаете, целые народы там сдвинуть судьбы народов, там построить такой там великий монастырь, школу благочестия, там перевод книг выполнить и целую там письменно создать какого-то языка. Или там, вот как Филарет Московский, там 50 лет на епископской кафедре, вы знаете, аж прямо такое ощущение, говорят современники, что ничего в российском государстве серьезного без его руки не происходило.
Помнян Кронштадтский, да, потом сразу после него. Ну вот будет память равноапостольная Нина. Не надо нам просто в субботу, да, Целая. Но заметьте, что Господь читает эти слова не до конца фразы. Проповедовать лето Господне благоприятно, и он закрывает это. А фраза не закончена. И чем она может закончиться? Чем она продолжается? День мщения Бога День нашего. мщения Бога нашего. Будет То есть сейчас настало лето Господне благоприятно. То есть настало со схождением Святого Духа, сегодня читался апостол, да, о схождении Святого Духа, что вошел на высоту и дал дары человеку. Наступило время церкви. То есть сейчас время покаяния, проповеди, церковного домостроительства. Это лето Господне благоприятно. Кайтесь, спасайтесь, познавайте, изучайте, посещайте православные беседы и так далее. Но когда-то оно закончится. Оно закончится. И настанет день мщения Бога нашего. Нельзя будет покаяться, нельзя будет принять причастие, нельзя будет подать милость, нельзя будет даже прочитать. Ну, такие, Слава Божию. да, прочитать нельзя будет. Наступит суд, все, вот только будет мщение. То есть Господь уже даст каждому по делам его. У Федора Михайловича Достоевского есть, по-моему, такая ад это поздно, все поздно сказано. Главная характеристика ада, да, главное слово для ада такое. А день мщения это как? Мщение, то есть суда, Божьего суда. Разделять левую от этих, да? Ну, вот тут я бы хотел немножко акцентироваться на том, что к кому пришел Господь. Он пришел к сокрушенным сердцем, плененным, ну тут считает, Грехом, да, значит, когда то человек. есть для принятия Христа нужно понять, ну, что ты есть, то есть самопознание. Без этого сознания тебе, в принципе, Христос не нужен. То есть, если ты не считаешь, что ты пленен своими страстями, то и как ты можешь принять Христа? Если ты не поймешь, что ты слеп, Да, он не может послать. нет, он тебе не нужен просто. Нужен, да. Если ты не поймешь, что ты весь в проказе духовный, то, в принципе, зачем тебе Христос? Это единственное условие, для которое нужно, чтобы Христа принять. И он когда говорил, что я пришел не к здоровым, а к больным. Но здоровых нет, все больные. Просто кто-то считает себя здоровым, при этом будучи больным. И видящим, будучи слепым. То есть, чтобы принять Христа, нужно только вот это. Но для того, чтобы это осознать, у человека могут уйти годы, десятилетия какой-то внутренней работы. В принципе, христианство, оно ведь не отвергло языческую мудрость. Ведь у язычников тоже целью возрастания в философии, в мудрости является что? Вот Познай себя. самопознание. То есть, в принципе, христианство говорит о том же самом. Пока ты себя не познаешь, ты не сможешь Христа принять. А чтобы себя познать, нужно начать что-то делать. Ну, ты считал, что ты вроде, в принципе, человек, не такой уж плохой. Как только начал что-то делать по Евангелию, думаешь, елки-палки, вообще живое место нет. Ко мне как-то священник разговаривал, уже рукоположился, я с одним священником говорили на какой-то общей такой встрече, там, собрании. Он говорит, там отец такой-то, говорю, я не знаю, что у меня ничего не получается. Я говорю, живое место мне только. Он говорит, ты знаешь, я когда рукоположился, я тоже думал, что я неплохой человек. А сейчас я так не думаю. Вот, наверное, это главное для того. В общем, покаяние все тайна спасения. Сегодня мы слышали последние слова евангельского чтения. И без этого невозможно принять весь о спасении. Что, братья и сестры, на этом мы чтение книги, наверное, приостановим, не закончим, потому что всех мы призываем, конечно, поставить закладочку и начать ее хотя бы по главе, по страничке почитывать. Тем более Исаия, это один из действительно ключевых пророков, который живет. Сейчас, Максим, если можно, минуту, 53 глава. Да. То, что мы читали, часто слышишь такие слова, что почему Бог не может зло победить в этом мире? То есть он же всесилен. И, да, действительно, он всемогущий, сильный, всеведущий. Разве не сложно взять вот так вот всех, наказать негодяев, там,
добрых поддержать, утешить, как-то все в порядок привести. А почему такого не происходит? Человек сам понимает, что если Вот я это просто хотел диалог. Господь, видимо, хочет, чтобы все любовью к Нему приходили. Это ключевой момент, потому что Бог действует только любовью. Он не может действовать теми же методами, которыми действует дьявол. Вот, и поэтому вот, все так сложно в этом мире, с одной стороны. С другой стороны, если бы Бог начал вершить свой суд, то история бы, наверное, прекратилась уже давно. Кто постоит? Аще беззаконие нас, выше Господи, Господи, кто постоит? Да. Если ты будешь смотреть на беззаконие, никто не устоит. Никто не устоит перед Богом, никто не оправдается, не оправдится перед ним всяк живет. Кажется, вот просто иногда люди говорят, я в Бога не верю, потому что Он ничего не может изменить в этом мире. Какой смысл и к нему не верить, потому что зло торжествует. Я не понимаю, зачем это все нужно. Это многих смущает. Да, это и у меня тоже такие вопросы возникают. И вот я как-то для себя так ответил, что этот принцип любви, он подразумевает, Бог, конечно, мог вот сразу все выровнять, но через день появятся бедные, богатые, униженные и возвышенные. То есть человек все это, знаете, как стенку побелил вроде, там плесень внутри. И если плесень не убрать, то стенка через сутки, через 2-3 дня, она вся плесень полезет из него. Хотя какое-то время она будет, кажется, все чисто. Вот видите, вот эта плесень, вот это наша природа, пораженная грехом. Вот ее изменить можно только так, как Бог вот это делает. Да, это сложно, это как-то, нам как-то хочется побыстрее все это сделать, чтобы вот раз быстро своими усилиями. Но так не получается. В конце концов, любое насилие порождает другое насилие. И только хаос увеличиваться будет. И поэтому нам кажется, что какое-то вот бессилие такого Бога, в кавычках, в этом мире, что церковь, она действительно она такая уничиженная вся. То есть никто ее не слушает, и сегодня, в принципе, как и 100 лет назад, верующих людей выцерковленных всего 2% примерно. Так что наверное, это потому, что Бог действует любовью только. И поэтому вот зло, оно как будто бы торжествует. Но чтобы его преодолеть, нужно идти совершенно другим путем, не тем путем, каким предлагает большинство людей идти. Путем насилия, путем, когда людей пытаются загонять в рамки этого добра, в кавычках. Да, нам иногда говорят, давайте, что вы так как-то вы, как у меня другие товарищи говорят, церковь говорит, все правильно говорит, как-то она такая слабая, взяла бы власть в свои руки, поставила бы царя, всех как-то надо активнее всех надо как-то принудить, не только уговаривать, если вы будете ждать, пока все придут, так... Инквизиция. Да, и вот, слушай, дружок, ты вообще Бога не понимаешь, если ты такое говоришь. Такая любовь Бога, как у апостола Павла, любовь Бога терпит. Все в этом все и есть. Это признаки любви Божьей. В 53 главе Господь показал пример, что он прошел через это сам все. Он сам прошел. У Лескова в Кадетский монастырь есть, там этот законоучитель объясняет детям, он говорит, Господь терпел Евангелие, он говорит, если бы он жил в царских чертогах, мы бы стали сомневаться, что ж, но он, пройдя сам через все это, и говорит нам, Сила вроде бы казалась нам, что вроде бы плохого или злого, но Господь все равно приведет к хорошему, потому что любовь. Я так думаю, что все, что происходит, даже вокруг мы видим какое-то зло, но все равно Господь все равно приведет, или человека все равно приведет к хорошему, потому что у любого человека, любого. И любые действия он прощает, все равно он долго терпит, все любовью покрывается. Любовь, она опять же не исключает и где-то строгости, Но научиться в этом тоже любовь. В этом тоже любовь. Потому что любой отец, который даже сына наказывает, он же все равно его любит. Да, если тот сын, который также и Бог, даже кажется, что мы погрязли в зле, все, но Господь все равно любит. Это, вот я говорю, как апостола Павла пишет же, что такое любовь. Там все написано, все признаки любви. Все. Тебе человек, которого зовут любовь. Да.
Господь, я даже через зло проводит все равно человека приведет хорошим. А как Всякое он сына плохое наказывает? заканчивается все равно хорошим Господь. А вот Просто как он- надо верить, что это Ну вот будет. это понятно, а как он сына наказывает с любовью, как наказать? А как? Но все равно вы же наказываете, например, ребенка во благо. Вы же мудрый человек. Вы же думаете о том, что человеку будущее надо. Вот интересно, мне интересно какой-то факт, такой вот интересный мне попался, что воспитание ребенка идет как в треугольнике. Сначала родители воспитывают его в строгости. Как бы казалось, мало дают ему баловства, там все, да. Потом эта любовь начинает больше, вот как треугольник расти. Потом уже ребенку уже дают больше, как бы показывают. А сначала дают строгость ребенку. Ну, постепенно расширяется Да, свобода. расширяется. Вот эта призма, она расширяется. Ну, это да. И все, что Вот кажется, больше это любовь. Да. а вот это неправильно. А что Где-то такое надо- любовь? Мы ее да, правильно не понимаем. Любовь это же не Нет, всегда нет, значит. ну, просто надо верить, что Господь любовь, верность Бога. И вот эти А ремень это обида. все, что пишет апостол Павел про любовь, это вот и есть, это все терпит, все прощает. Ну это все в этом есть. И вот это зло, все равно обратиться в любовь Божию. Вот что вы можете А я думаю, что надо просто верить. Это тема уже длинная. Верить в силу. Еще я бы хотел немножко Справляться с Духом Святым, не будет эту наказывать. часть завершить. Для меня книга пророка Исаии открылась в какой-то момент в Паремии, которую мы читаем, ветхозаветного, на Великого Поста. Я вдруг видел, что это говорится все про нас, про Россию. Вот прямо вот один в один. Вот вам предложил, скоро пост начнется, и чтобы вот, если даже в храме человек не присутствует, потому что в будни читается только Паремии, Евангелие, Новый Завет не читается. И вот книга Исаии – это одна из 3 книг, которые выбраны для чтения в период Великого Поста. А выбраны книги не случайно. Почему мы читаем Паремию? Потому что в древности это период оглашения перед крещением. И поскольку не могли люди иметь книги дорогими, поэтому они слушали эти книги в храме. И выбираются из всего корпуса ветхозаветных книг всего 3 книги. Книга историческая, Бытие, пророческая Исаия и нравоучительная книга Притчи Соломона. Вот. И можно прочитывать эти Паремии даже дома, то есть в календаре у всех есть, открываем синодальный перевод и читаем. Я просто в какой-то момент увидел, что это все про нас сказано. И вот люди многие хотят понять, что с нами происходит, почему это происходит, и где искать выход, и в чем причина. Но отец Максим уже много об этом говорил, о духовных причинах. Но там вот конкретно как будто про Россию говорится. Сегодня очень модно обвинять начальников. Но Исаия говорит, что народ был весь развращен, начиная от начальников, заканчивая простыми людьми. Он говорит, корчевники мешают воду с вином. Ну, то есть обвешивают. Я помню, в Сыктывкаре, когда были мини-рынки, практически везде обвешивали очень сильно. А потом эти же люди будут говорить, что почему, за что нам такие правители? Ну, вы же, да, вы же сами хотели, ну, так сказать, Господь говорит, искал хуже, да не нашел. И вот книга пророка Исаии, Паремии читаем, и там, в общем-то, все про нас сказано. И еще одна тема там есть, это тема остатка. То есть остаток, то есть весь народ будет помилован за остаток. Остаток те, кто сохраняет благочестие. Да. Малое количество людей, которые... Да, весь народ будет помилован. И этими людьми он помилуется все народы. Ну, Это все как эти- ради избранных. Да. Если же говорится ради избранных, Господь помилует. Сохранит мало остатка. Ну, ради избранных, которые не угодят Богу. Так что вот читаем. Дай Бог, чтобы он там был. Это же Богу надо угодить. Это очень много потрудиться надо, чтобы Богу угодить. И вот тогда человек будет правильно понимать, что происходит. А, кстати, там прямые параллели вот в Исаии.
Один народ разделился, стал воевать друг с другом. Смотрите, да? Ничего не напоминает. Плен 70-летний. А плен советским длился тоже 70 лет. Потому что мы отсчитываем окончание гонений, 88 год, это да, собор Русской Православной Церкви. Вот ровно 70 лет. Там прямые параллели вообще, даже вот буквально. Если хотим вот понять, что происходит и как куда, так сказать, двигаться, пожалуйста, Исайя. Даже можно не всю книгу прочитать, а вот хотя бы эти паремии читать. А мы сможем сами столковаться? А вот смотрите, я взял с собой такую книжку, но ее не обязательно. Кстати, на Исаию очень много толкований. Пожалуй, как бы на колодце, очень много толкований. Да, можно на каждый стих по отдельности, можно брать целиком Мне толкование. на празднике подарили такую книжку «Чтение Великого Поста». А кто слушает Радио Веры, в принципе, все это знает. Тут просто в этой книге собраны сами паремии, это синодальный текст, и комментарии современных богословов, ну, скажем так, и епископ Феоктист Игумен, священник Дмитрий Борисский, священник Стефан Дамущи, это преподаватель московских духовных школ. Но, в принципе, книгу можно не покупать, Радио Веры, ну, чтение евангельских будней поста, просто открывайте там, и там это все будет. В интернете, Там можно поставить на телефон эту программу как называется? «Радио Вера». Радио Вера? Да. Можно приложение поставить, и там есть такой раздел «Евангельские чтения», там это все есть. Да. И святых отцов, и подобных Ефрем Сирин, святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, блаженный Иероним, святитель Кирилл Александрийский, блаженный Феодор. Многие наши основные святые отцы, они писали толкование книг. Конкретный стих или глава заинтересовали, оказались непонятными. И на сайте Экзегет или на сайте Библия Оптина там очень удобная система поиска, толкования на каждый стих. Азбука.ру тоже очень навигация удобная. Там каждый стих можно раскрыть и сразу несколько. Но, тем не менее, даже если посмотрели толкование, и все равно какое-то вот остается сомнение, и хочется ясности, ну, нужно подходить к священнику. Феофан Затворник говорит, говорит, спрашивайте священника, говорит, ему потом стыдно станет, что он не знает. Он подучит и будет. Даже если не знает, то разберется. Говорю, так хочется мне послушать Ветхий Завет, так, ну, прям вот уже давненько уже такой. Хочется почитать все время, А еще есть книга, опять же, автор Лопухин, «История библейского завета». Вы, наверное, слышали про нее. Есть такая даже шутка у семинаристов, зачем читать Библию, если есть Лопухина, книга «История», священная история Ветхого Завета. Но там, в принципе, все пересказано, очень доступно, с нее можно начать. Ну, то есть там вся Библия, вот она пересказана. И там, ну, она как-то вот... Вначале Библию прочитать, потом уже... Да, лучше. Очень мелко написано. Ну, просто есть это издание, которое было все переиздано. Старая. Серая книжка такая. Синяя. Синяя. Такая старая. Ну, по ней все семинаристы сдают Ветхий Завет. И, в принципе, там доступно так все написано. То есть, в принципе, это вот тоже только сжато. Ну что, благодарю беседу. Может, у кого-то еще есть какие-то вопросы или высказывания? Ну, тогда пусть Божья благодать и милость будет с вами. Мы с вами собрались, поговорили о Слове Божьем. Каждый, наверное, какой-то кусочек себе унесет, что-то услышал прямо именно для своего сердца, какое-то получение. А на следующую встречу на марте, если живы здорово будем, предлагаю книгу Экклезиаста. Почитайте, на февраль. Да, также у нас третье воскресенье, пожалуйста, планируйте заранее. Постарайтесь все прочитать. Она сравнительно небольшая, своеобразная. Там некоторые фразы прямо вот, они идут как-то вразрез с тем, что мы привыкли, как мы привыкли. Естественно, у них тоже есть свое толкование. Замечательная фраза ее последняя, то есть он там размышляет, суета, все суета.
Вот. И к каким выводам он все-таки приходит? Вот в конце он говорит, выслушаем сущность всего. Вот. Всем домашних заданий. Почитайте Экклезиаста и узнать, к какому выводу он пришел. В чем сущность всего? Сходит солнце, заходит солнце, да? А в чем сущность всего? Хорошо? Тогда до встречи. До встречи в Гале. Ну и, конечно, до свидания.